один опорник, два латераля, которые бегают вот так вот. Да? Два центральных, вот их зона. Центральные, вот их зона. И два нападающих. Нападающие либо играют в одну линию, либо играют один под нападающим, другом на острие. 8 регионов России, 27 футбольных команд и более 400 игроков различного уровня. Все это одно из самых ожидаемых спортивных событий в жизни нагайцев. Ногайская футбольная лига. Турнир организован в 2015 году как общественно-социальный проект и за свою непродолжительную историю стал одним из самых ярких культурных проектов по объединению ногайцев, сохранению языка и традиций этого народа. Нагаи – один из древнейших народов Евразии. Примерно с IV века нагайцы проживали в составе кочевых государств, а окончательно ногайская община сформировалась в XIV веке. После распада Золотой Орды нагайцы оказались на территории разных стран. Сегодня наследники традиционной культуры Великой Степи проживают на всей территории России, а также в Казахстане, на Украине, Турции, Румынии, Венгрии и в ряде других стран Европы. Помимо развития и популяризации футбола среди молодежи, одна из главных задач – создания Ногайской футбольной лиги – объединение ногайцев со всего мира и сохранение культурного наследия народа. Турнир был организован региональной общественной организацией «Ногайская община». С 2015 года ежегодно в нем принимают участие более 400 игроков. Здравствуйте, меня зовут Киреев Кайтарби, я являюсь организатором турнира Ногайская футбольная лига. С 2015 года мы начали этот турнир с идеей общественной организации Ногайская община. Решили для молодежи организовать турнир. Дальше пошло-поехало. У нас позвонили с Турции, наш известный певец Акын Арсланбек Султанбеков сказал, что к нам собирается по желанию приехать команда из Турции, возможно, из Норвегии и дальше. И вот мы решили в 2015 году организовать международную футбольную лигу, определив победителей у нас. Сыграли в 5 сентября в Москве первую Ногайскую футбольную лигу международную. И с этого у нас начался большой ажиотаж. Уже на следующий год очень много команд хотел заявиться. Мы в Москве принимали там буквально 12 команд, приезжали с разных регионов. Второй год у нас турнир проходил в Анкаре, столице Турции. Там участвовало уже 5 стран. Это Россия, Турция, Норвегия, Голландия, Германия. Там нам удалось занять 3-е место. У нас главный посыл был объединение всех общественных организаций ногайцев со всего мира в одном месте во время турнира. После этого 3-й год у нас был еще сильнее спрос на футбол. То есть команды буквально заявлялись с Сургута, Ямало-Ненецкая автономный округ, с республик Дагестан, Чечня, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край приезжал. И вот мы решили уже организовать турнир, распределив на несколько зон. Первый год был там Карачаево-Черкесия, Ставропольский край одна зона, Дагестан, Чечня вторая зона, Москва одна зона, Ханты-Мансийский автономный округ одна зона и Ямало-Ненецкий автономный округ. Решив распределить так, мы дали возможность еще большим командам участвовать в нашем турнире. Участвовали практически все разных возрастов, разных уровней футбола.
играли хороший футбол. В 2019 году вот эта схема у нас участвовала где-то около 27 команд. Приехали на финал в Москву 12 команд и определили чемпиона, который поехал уже в Международную лигу. Расскажите, за какую команду вы играете и как вас зовут? Ну, немного о себе. Всем добрый день. Меня зовут Дысакаев Стамбул. Я играю за футбольный клуб Терекли Мектеп, являюсь капитаном команды. Вот. В данный момент мы участвуем на этом турнире. НФЛ. Отлично. А какой у вашей команды стиль футбольной игры? Какая стратегия? Кто за нее отвечает? Стиль футбольной игры у нас преимущественно мы играем от обороны. И в зависимости, как у нас складывается игра во время матча, мы можем по ходу игры ее менять, переходить из обороны в высокий прессинг. Вот. А стиль у нас ставит капитан, тренер нашей команды Алиев Ахмед, играющий тренер. Долго ли вы играете за этот клуб, за Терекли Мектеп? За Терекли Мектеп я в частности играю с 2014 года. Тогда проводился первый турнир «Новая ФМ», который мы благополучно выиграли. Молодцы, поздравляю. Спасибо. И такой вопрос. О чем вы думаете, выходя на поле? Какие мысли вас мотивируют? Ну, в первую очередь, конечно же, как и все игроки, мы выходим только за победой. Вот. И, помимо этого, вкупе с этим, очень важно реализовать те планы, которые поставил тренер, чтобы диктовать свою игру на поле. Спасибо большое за буквально пару минут уделенные. Хорошей игры. Спасибо. Футбольный турнир проходит в 3 этапа. Первый этап – проведение региональных отборочных туров по круговой системе в 8 регионах России. Москва, Дагестан, Чечня, Ставропольский край, Карачаево-Черкесская республика, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Астрахань. В отборочных турах участвует 27 команд. Во втором этапе 12 команд победителей из различных регионов встречаются в финальной части турнира в Москве, где определяется победитель. Третий этап проведения международного турнира в Германии, в котором участвуют команды победителей из различных стран. Нагайцев из России представляет команда, взявшая первое место в финальном матче в Москве. В турнире принимают участие любительские команды в составе от 10 до 12 игроков. В команде допускается присутствие одного легионера, все остальные участники – нагайцы. На поле выходят 8 игроков, включая вратаря. Команда состоит из футболистов-любителей в возрасте от 16 лет. Ограничений по верхней границе возраста нет. Как правило, в команду входят жители одного аула. В некоторых случаях участники собираются с разных аулов. Для участия в турнире команда находит поддержку у компаний и представителей различных сфер бизнеса. Одна из перспективных команд турнира – Терекли Мектеп из одноименного села в Дагестане, который является административным центром Ногайского района. Терекли Мектеп ведет борьбу за выход в финальную часть в отборочном туре в Москве. Отборочный тур в Москве и финальная часть турнира проходят на стадионе Кунцево, расположенного на Можайском шоссе. Матчи проводятся по утвержденному регламенту. 2 тайма по 15 минут с перерывом 3 минуты. Место команды в турнирной таблице определяется по сумме очков, набранных во всех сыгранных матчах. Команда-призеры награждаются кубками и дипломами. С каждым годом Ногайская футбольная лига повышает свой уровень и собирает все больше любителей футбола. Ежегодный турнир стал действительно знаковым событием в жизни ногайцев. И сегодня он объединяет и сплачивает представителей наций не только с разных уголков России, но и мира. Как организатор турнира хочу выразить благодарность компании-партнер, логистический оператор. Как первой компании, которая помогла в организации турнира
помогла команде Терекли Мектеп. От себя хочу добавить, что благодарю за то, что вносите свою лепту в мероприятия ногайской общины, за организацию таких турниров. Содействие в участии в турнире команде оказала логистическая компания «Партнер», обеспечив команду формы для выступления в спортивных состязаниях.